Зарплаты сельских работников и промышленников необходимо уравнять, ведь разница между ними многократная. Об этом заявили участники межрегиональной конференции по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Чтобы решить проблему, в Якутске подписано соглашение между Дальневосточным агентством по развитию человеческого капитала и работодателями, передает Розалия Борисова. Наравне с промышленными специальностями самыми востребованными в ближайшие 5 лет станут кадры в сфере рыбной и пищевой промышленности, судостроения и растениеводства. Но чтобы привлечь работников на Дальний Восток, необходимо создать соответствующие условия. В основе, в центре нашего обсуждения является качество жизни, привлекательность условий жизни на Дальнем Востоке. И именно это является конечной целью реализации новой экономической политики на Дальнем Востоке. И очень важно здесь оперировать не только цифрами, но и качественными характеристиками. Потому что, конечно, важно, чтобы здесь у людей, дальневосточников, были возможности самореализации, чтобы они могли полностью реализовать себя здесь. Помочь обеспечить кадрами территории опережающего развития новые предприятия должно агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Именно такой адресный подход, когда есть четкая цель именно по этим территориям отработать, он дает эффект. И понятно, что служба занятости, центр занятости здесь в одиночку не решат эту проблему, в принципе, потому что есть уже определенные стереотипы работы. А здесь действительно люди нужны. Но, подчеркиваю, все-таки в первую очередь именно квалификации тех, которые здесь есть. В рамках подписанного соглашения агентство должно обеспечить предприятия квалифицированными и подготовленными специалистами. Прежде всего, цель соглашения – это совместно договориться, какие люди, какие профессии будут нужны. С одной стороны, есть заказчик, если у нас 5 работодателей. Задача агентства – обеспечить, сделать так, чтобы эти работники, обладающие необходимой квалификацией, появились. Сегодня в рамках подписанного соглашения мы должны найти, привлечь около 1000 работников на существующие предприятия и на создаваемые предприятия Республики Саха-Якутия. Обеспечение территории Дальнего Востока подготовленными специалистами также подразумевает создание условий для проживания на территории Дальнего Востока. Работников обеспечат высокой заработной платой. В разных сферах деятельности рассматривается проект предоставления специальных ипотечных программ. Розалия Борисова, Иван Семенов, НВК Саха, Якутск.